Махамбет Утемисов – одна из ярких личностей. Прожил всего 43 года, но успел войти в историю и литературу казахского народа. Природа щедро наградила его талантом композитора, виртуозного исполнителя кюев, оратора и пламенного поэта. Бунтарь, страстный борец за интересы простых людей, певец свободы и вольной жизни, Махамбет настолько горячо любил свой народ, что, не колебаясь, отдал за него самое дорогое – жизнь. Махамбет Утемисов родился в Букеевской Орде на территории Западного Казахстана. Отец будущего поэта Утемис входил в число влиятельных людей, близких к окружению хана Букеевской Орды Жангира. Махамбет получил всестороннее мусульманское образование, хорошо владел русским языком и грамотой. Знание Корана и языка дипломатической переписи побудило хана Жангира доверить Махамбету воспитание своего сына, и также он был придворным поэтом при ставке Жангир Керей хана. Выдающийся классик казахской литературы Мухтар Әуезов сказал о Махамбете: в битве Батыр в общении его острое слово подобно серпу. Махамбет среди казахских акынов является одним из самых одаренных. Его поэзия в свое время была самой яркой, захватывающей и впечатляющей. Она была голосом и языком народа, выражала его чаяние и стремление. Во всей литературе XIX века ее героической поэзии никто, как Махамбет, открыто и страстно не поддерживал народ в его борьбе с угнетателем. Друг и соратник Исатая Тайманова, предводителя крестьянского восстания казахов 1836-37 годов. После учебных попыток искусством и миром вершить справедливость, Махамбет присоединяется к Исатаю Тайманову, понявшему бунт против местных ханов и колониальной политики царской России в Великой Степи. Даже после того, как восстание терпит поражение и погибает его вождь Исатай Тайманов, Махамбет не прекращает борьбы, но все его попытки снова поднять людей против ханов и султана завершаются неудачами. Царские чиновники, казахские правители, управляющие степным краем, вынашивают план подлого убийства поэта-бунтаря. Махамбет Утемисов, как повстанческий поэт, был воспитан на живительных традициях героических поэм. Он искренне любил свой народ и вдохновенно воспевал сокровенные мечты народа о свободе. Благодарная память народа сохранила кюи Махамбета, которые со стихами неслись тогда по степи и зажигали сердца людей, вселяя в них мужество и стойкость. Его реалистические стихи проникнуты духом времени, подсказаны классовой борьбой простого народа. Его вольнолюбивые стихи передавались, передаются и будут передаваться потомкам, вдохновляя и одухотворяя их жизнь. Ереуіл атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, еңку жер шалмай, қоңыр салқын төс қалмай. Тебінгі терге шірімей, керлігі майдай ерімей, алты ас болмай, өзіңнен туған жас бала, сақалы шығып жат болмай. Ат үстінде күн көрмей, ашаршылық шөл көрмей, өзегі талып ет жемей, ер төсектен безінбей, ұлы түске ұрынбай, түн қатып жүріп түс қашпай, тебінгі теріс тағынбай, темір қазық жастанбай, қу толағай бастанбай.